Садоводство – это любимое дело жителя села Кызылжылдыз Сыпарбека Садыкова. Его яблоневый сад занимает 10 соток земли. Первые саженцы он посадил еще 30 лет назад. Тогда многие односельчане не верили, что деревья приживутся в непростом климате. Сейчас Сыпарбек Садыков успешно занимается любимым делом. Ежегодно из 3 тонн яблок он производит по стилу. Также садовод начал выращивать дыни и арбузы. Кроме яблок еще хорошо поспевают груши. Также я посадил саженцы черешни. Выращиваю арбузы, они у меня сладкие, потому что не добавляю никаких химикатов. Конечно, по размеру они небольшие, но хорошие. Семена отбираю от лучших арбузов. Дыни тоже вырастают вкусными. Я выращиваю это все не на продажу, а для своей семьи. У меня 13 внуков, и осенью я радую их урожаем. Большинство местных садоводов не спешат выставлять свой урожай на продажу. Теплолюбивые овощи и фрукты нередко выращиваются фермерами для себя. Таким образом, сельчане обеспечивают свой рацион продуктами, богатыми на витамины, а главное, экологически чистыми. Многие наши жители отдают предпочтение малине и клубнике. В этом году один из наших фермеров завез около 3000 саженцев малины сорта шапка Мономаха. Также завозят и другие сорта. Садоводы смотрят на их приживаемость. Большая часть урожая уходит на местный рынок, потому что в нашей области есть отдаленные села, где яблоки и абрикосы не поспевают. Для комплексной поддержки садоводов на Нарынской области был разработан специальный проект под названием «Развитие садоводческих кластеров». В рамках этой программы почти 200 гектаров земли были засажены различными фруктами и овощами. Усилия по привлечению иностранных инвесторов не прошли даром и в Атбашинском районе. Здесь японский предприниматель выращивает черную смородину и облепиху. Для того, чтобы вести работу по 4 направлениям, мы направим $1,5 миллиона. Наша цель – выращивать эти ягоды не на 100 гектарах, а на 1000 гектарах. Если все пойдет хорошо, мы планируем перерабатывать эти фрукты и продавать их под маркой «Сделано в Кыргызстане». Продавать не только в Японию, но и в другие страны мира. В настоящее время в рамках проекта в Нарынской области смородина, облепиха и малина посажены на 73 гектарах. Как отмечают иностранные инвесторы, сегодня существует большой спрос на эти ягоды. Мадина Низамова, Адин Толёбеков, Татыбюбю Кенжакунова, Эльтер, Нарынская область.